Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джибек Бегалиева. Сегодня в программе. Лондон вслед за Шотландией и Северной Ирландией решил выйти из состава Великобритании и остаться в Евросоюзе. За одни только сутки петиция собрала 2 миллиона подписей. У людей моего поколения европейское будущее украдено. Замуж в 14-15 лет – реальность для каждой 10-й девочки в Кыргызстане. Фильм «Студентки из Бишкека» о ранних браках в дунганских семьях бьет рекорды популярности. Если вы не выдадите ее нам, мы ее украдем. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, видимо, прошел так успешно, что президент Узбекистана Ислам Каримов пустился в пляс перед Путиным и Си Цзиньпинем. Развод по-украински. Лидеры Майдана, боксер и мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Петр Порошенко поссорились, а их общая партия распалась. Мы всегда объединяемся на небольшой период времени с одной целью – дорваться до власти. Литовский конкурс красоты среди коз победила деревенская коза, которая до этого 6 раз участвовала в состязании красавиц. Мы, правда, забыли отполировать ноготки. Вспомнили об этом только в последнюю минуту, но было уже поздно. Великобритания может лишиться своей столицы. Жители Лондона, которые на недавнем референдуме в основном голосовали против выхода страны из Европейского Союза, начали кампанию по сбору подписей за независимость Лондона от остальной Британии. Сбор подписей так и называется «Londependence» от английских слов «Лондон» и «Independence» – «независимость». Петиция в парламент с требованием независимости Лондона уже набрала 150 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрели английские законодатели. Другую петицию о проведении повторного референдума по выходу страны из ЕС за одни только сутки подписали больше 2 миллионов жителей Великобритании. Примечательно, что за отмену результатов голосования о выходе выступают люди, ранее голосовавшие за отделение Великобритании от Объединенной Европы. У людей моего поколения европейское будущее украдено. И я не думаю, что мы должны этим гордиться. Тем временем парламент Шотландии уже принял закон о референдуме по выходу из состава Британского королевства. Шотландский премьер-министр заявляет, что не видит будущего этого региона Великобритании без Евросоюза. Националистическая партия Северной Ирландии Sinn Féin заявляет о том же. Однако ирландцы из Ольстера собираются остаться в Евросоюзе, объединившись с Республикой Ирландия. Все знают, что я поддерживаю независимость Шотландии. Но даже если не говорить о независимости, мы должны защитить интересы Шотландии. А если эти интересы потребуют независимости, у нас должна быть твердая решимость это сделать. На фоне возможного распада британского королевства до средневековых границ продолжили падение английский фунт, евро и основные биржевые котировки крупнейших английских и мировых фондовых бирж. Продолжается и катастрофическое снижение цен на нефть и металлы. В выигрыше остались только те, кто накануне референдума вложился в ценные бумаги золотодобывающих компаний. Мировая стоимость золота в последние дни выросла почти в 2 раза. Между тем, в Лондоне резко увеличилось количество нападений на некоренных британцев. Как утверждает баронесса Саида Варси, ранее занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Великобритании, британские ультраправые нападают на выходцев из Пакистана и арабских стран на улицах и объявляет им, что раз большинство проголосовало за выход из Евросоюза, пришло время уйти из Англии иммигрантам. Российским атакам подверглись даже выходцы из Польши, которые получили письма с угрозами и требованием немедленно покинуть страну. Власти Казахстана неожиданно объявили, что собираются начать раздачу земли населению. Участки по 10 соток со всеми необходимыми коммуникациями под строительство индивидуального жилья будут выдаваться любому желающему казахстанцу. Таким образом, Казахстан собирается решить жилищную проблему. Об этом заявил премьер-министр страны. Жители республики не до конца верят в щедрость правительства, хотя и не против получить бесплатную землю. Я с удовольствием, конечно, любой, где нам дает, мы с удовольствием взяли бы эту землю. Где угодно. Если в степи брать, это начинать надо будет все заново. А перед городом, потому что все там уже готово, для воды, там можно будет разводить много чего, потому что все поблизости к городу находится. Где-то в горах, да, чтобы свежий воздух. Если для моей жизни, естественно, я взяла бы, где чистый воздух. Да, мне никакой участок не надо. Вам не надо? Вы счастливы? Очень. Да мне все равно. Я пенсионер. Ну, конечно, дареному зубы не смотрят. Заявление премьер-министра о раздаче земли прозвучало на фоне беспрецедентного скандала в центре Астаны, где власти пытаются выселить из частного дома одного из жителей столицы. Его дом – последний частный дом в одном из жилых микрорайонов Астаны. Вокруг участка стоят только многоэтажки. Сам владелец дома отказался его покидать и угрожал взорвать себя и своих детей при помощи газового баллона, который он превратил в бомбу.
Давай, давай, сука! Подходите, гады, блядь, ебаные! Подходите! Ебу сейчас, блядь! Отнимай, давайте туда! Отнимай! Власти считают, что этот человек обязан подчиниться требованию суда и отдать свой большой участок под многоэтажную застройку, где ему обещана квартира. В 2015 году семья согласилась переехать, но сейчас они передумали и как могут защищают свой дом. На сегодняшний день, вот они, пожалуйста, многочисленные расписки собственника этого дома, господина Мейрамова, в котором он обязался на протяжении 3 лет добровольно освободить дом. Об этом вот сегодняшнем уведомлении у тебя есть выселение? Нету. Курдумбе, это Замбасонда. Пускай именно Исикеев сюда приедет. Пусть Аким решает мою проблему. Полицейским не удалось на этот раз выселить упорного домовладельца и его семью. Им пришлось довольствоваться задержанием одного из родственников хозяина дома, который пытался заступиться за протестующую семью. В Кыргызстане выходит замуж до совершеннолетия каждая 10-я девочка, а среди дунган эта цифра вдвое больше. Такие данные приводит автор фильма о ранних браках среди представителей этой национальности. 10-минутный фильм о жизни дунган сняла выпускница одного из бишкекских вузов. Несмотря на то, что они очень религиозны и консервативны, автору фильма удалось найти реальных героев интервью. Если бы мне дали жизнь заново, я бы, наверное, свадьбу свою отклала. Хотя бы на года 5, я бы через 5-6 лет замуж вышла. Так откровенно героини фильма говорили, наверное, потому, что сама автор видео тоже дунганка, представительница народности, живущей в Кыргызстане обособленно. Они обычно женятся и выходят замуж только за своих. Вышла замуж в 16 лет, мы так знакомы были, но, наверное, когда я замуж вышла, тогда полюбила, наверное. Вот, тяжело у меня сначала было, потому что у меня всего 16 было. Я там ни варить, ни готовить почти не умела. 10-минутный фильм выпускницы Американского университета в Бишкеке разместили на сайте Кыргызской службы «Радио Свобода». Видео быстро стало очень популярным. Прежде эту тему в стране всегда как-то обходили стороной. Очень сожалею, что это происходит именно среди дунганского населения. Почему? Потому что сейчас... В первую очередь, я, конечно, виню родителей, потому что как бы родители не направляют детей учиться. И они находят эту нишу, что им надо замуж выходить. Да, но только вот закончить хотя бы еле-еле до 11-го, и все, уже замуж выходить, уборка, стирка, готовка там. Хамида Малянчинова, автор фильма, приводит пример только одной деревни, в которой каждая 5-я девочка вышла замуж несовершеннолетней. Практически никто из них не знает своих прав. То, что была самая младшая, у нас в семье было 2 снохи, и мы у нас не было права голоса. Бояться огласки. У нас страшно этого бояться. И у нас, знаете, менталитет такой, что жаловаться, все, это уже все. И когда жалуются, уже жить с такой женщиной нельзя. Размышляя перед камерой, сами герои фильма предполагают, причина такого большого количества ранних браков среди дунган одна. Дети, когда необразованные или родители необразованные, они не могут дать своим детям то, что нужно. И также у нас продолжается. От родителей к детям, детям к внукам. Впрочем, несмотря на это, имам местной деревни объясняет, что запретить браки между несовершеннолетними он не может. Шариат это не запрещает. Александр Касаткин, Жибек Бегалиева. Настоящее время. Кыргызстан. Юбилейный саммит ШОС в Ташкенте, на котором к 6 государствам Союза — Китаю, России, Узбекистану, Кыргызстану, Белоруссии и Таджикистану — присоединились 2 ядерные державы – Индия и Пакистан. Закончился многочасовым гала-концертом звезд узбекской эстрады. Хозяин саммита, президент Узбекистана Ислам Каримов, очевидно, так воодушевился итогами встречи, что не выдержал и пустился в пляс перед своими коллегами под народную мелодию.
Среди тех, кто хлопал Каримову, был и иранский лидер. Его страна на саммите вошла в ШОС в качестве наблюдателя и кандидата в члены Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, Союз теперь объединяет почти 2/3 жителей Евразии. Не остались в стороне и звезды узбекской эстрады, живущие за рубежом. Одна из самых известных узбекских певиц Юлдус Усманова написала и исполнила специальную песню, посвященную встрече лидеров в Ташкенте. Напомним, что Юлдус находится в немилости узбекских властей и в последнее время на родину не приезжает. Вы слышите фрагмент этой песни, в которой певица перечисляет всех участников Ташкентского саммита и поет о том, каких политических и экономических свершений удалось им достичь в ходе своей юбилейной встречи. Далее в программе. Развод по-украински. Лидеры Майдана, боксер и мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Петр Порошенко поссорились, а их общая партия распалась. Мы всегда объединяемся на небольшой период времени с одной целью – дорваться до власти. Вселитовский конкурс красоты среди коз победила деревенская коза, которая до этого 6 раз участвовала в состязании красавиц. Мы, правда, забыли отполировать ноготки, вспомнили об этом только в последнюю минуту, но было уже поздно. Шокирующие кадры из Сингапура. Там при посадке загорелся пассажирский Boeing 777. На борту находились 222 пассажира и 19 членов экипажа. И пассажирам, и пилотам повезло, поскольку пожар начался уже после того, как Боинг сел. Самолет совершал рейс в Милан из Сингапура, но через час после взлета был вынужден вернуться из-за возгорания двигателя. Пилотам удалось посадить его, несмотря на то, что пожар внутри двигателя уже начался. На посадочной полосе вспыхнули и крылья самолета, но пожарные быстро локализовали возгорание, и взрыва не последовало. Иракские войска полностью зачистили от боевиков группировки «Исламское государство» город Эль-Фаллуджу. Бои и штурм города продолжались 5 недель. Сейчас мир узнает о зверствах террористов по отношению к мирному населению. Подробности в репортаже «Рейтер». 5 недель ожесточенных боев, и иракские военные празднуют победу. В воскресенье командование объявило о полном освобождении Фаллуджи от боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». Сегодня был последний бой за Фаллуджу, в основном в районе Голан. Мы полностью его отвоевали. Сейчас мы стоим под мостом, где они казнили нашего солдата Мустафу Аль-Атари. Занять Голан было несложно. Здесь были засады, конечно, но мы смогли взять под контроль территорию. По данным ООН, в результате боев за Фаллуджу свыше 85 тысяч жителей бежали за пределы города и обосновались в лагерях для беженцев, построенных иракскими властями. Мы так много страдали, приходилось постоянно перемещаться с места на место. Все, что мы видели, перестрелки и оружие. Иногда приходилось бежать прямо без обуви с одной улицы на другую. Теперь иракским военным предстоит долгая работа по разминированию городских улиц и жилых домов. Фаллуджа была под контролем джихадистов с 2014-го и считалась одним из главных их оплотов. Успех операции по освобождению города позволил властям Ирака говорить о скором наступлении на Мосул, самый крупный населенный пункт, находящийся в руках боевиков. 15 месяцев провела 16-летняя езидка в рабстве у боевиков ИГИЛ. Девочка Нихат оказалась одной из немногих курдок и езидок, кому удалось вырваться из ИГИЛ живой. Массовые убийства, изнасилования и другие преступления террористов по отношению к езидам ООН и Конгресс США уже признали геноцидом. Мы думали, что они не тронут девочек. Мы слышали, что они убивают только мужчин. Я была отдана одному боевику, его звали Салам Хамдо Абейд. Он напал и изнасиловал меня. Несмотря на то, что я смогла убежать, я сказала себе, или я умру, или найду свою семью. Потом меня схватили, и их лидер отвел меня на рынок, где продавали езидских девочек. Меня продали за $800. Покупатель изнасиловал меня, потом оставил на 3 дня. Я ненавидела его запредельно. Спустя месяц я забеременела от этого бандита. Я чувствовала, что внутри меня растет боевик ИГИЛ. Изнасилованная Нихат родила ребенка и даже полюбила его. Но мечта о побеге оставалась, и ради свободы ей пришлось бежать одной.
Я чувствовала себя в другом мире. Я не могла поверить, что настанет день, когда я снова увижу свою семью. Волею Господа я хочу вернуться в школу и закончить учебу. Мои мысли и страхи напоминают мне до сих пор о моих пропавших братьях и сестрах. Я до сих пор не знаю об их судьбе. Религия езидов сочетает в себе элементы зороастризма, христианства, иудаизма и ислама. Радикальные исламисты считают езидов иноверцами и дьяволопоклонниками. К настоящему времени половина 400-тысячной общины езидов уничтожена джихадистами. Дружба длиной в одни выборы. Президентская партия «Блок Петра Порошенко», одна из самых больших в Украине, похоже, начинает разваливаться. Все больше появляется информация о возможном выходе из политической силы партии «Удар», лидер которой нынешний мэр Киева, всемирно известный боксер Виталий Кличко. Действительно ли дружбы в украинской политике не бывает? И что могли не поделить две партии, позиционирующие себя демократическими и проевропейскими, выясняла Ульяна Кондрашова. Впервые партии «Удар» и тогда еще «Солидарность» объединились накануне президентских выборов 2014-го. Новую силу, не мудрствуя и лукаво, назвали блоком Петра Порошенко. Зоны влияния разделили просто. На пост главы государства выдвинули единого кандидата Петра Порошенко. На пост мэра Киева Виталия Кличко. Позже на парламентских выборах «Удар» должен был получить половину мест в списке БПП, но пропорция пошатнулась в сторону президента. Вместе партии ходили и на прошлогодние местные выборы. Год назад Виталия Кличко назначили руководить объединенной политсилой. Пост он покинул совсем недавно, объяснил, этого требовал закон. А вот комментировать информацию о расколе в объединенной партии Виталий Кличко не захотел. Комментировать слухи – дело неблагодарное. Источникам, пожалуй, виднее. Но если у них информация достоверна, пусть попробуют заявить о ней открыто, не прячась под именем «источник». Почему нет? Представители президентской силы разговоры о возможном выходе «Удара» тоже опровергают. Мол, никто ни с кем не ссорился и никто никуда не уходит. Это не более чем домыслы и вымыслы. И связаны они с тем, что Кличко должен уйти с главы партии. Потому что закон о госслужбе, который принят в Украине, не разрешает главе администрации руководить партией. Вот и все. Но дружили партии только на публике, говорит в прошлом ударовец и член фракции БПП в парламенте Виктор Чумак. Партии «Удар» нету. Месяца 3-4 назад о выходе говорил Кличко на собрании, но он всегда об этом говорит и не более. Уже потеряна большая куча людей. По регионам там просто кошмарная ситуация. Депутаты от «Солидарности» заходили на ячейках «Удара», а потом всех ударовцев вытеснили. Много обиженных. Политолог Виктор Таран же уверен, что партия «Удар» таки может снова стать самостоятельной. Юридически за 2 года якобы объединения партии президента и киевского мэра таки не стали единым целым. Даже название не изменили. С обеих сторон понимали – дружба ненадолго. Это украинская традиция. Мы всегда объединяемся на небольшой период времени с одной целью – дорваться до власти. А потом начинается броуновское движение, расцепление. Начинаем между собой ссориться и угнетать власть. Так было у Ющенко и Тимошенко, так и сейчас происходит. Пройти в парламент партии «Удар», по-видимому, не удастся. По оценкам социологов, нынешний рейтинг силы намного ниже 5% проходного барьера. А вот дружба на время выборов, например, с Юлией Тимошенко или Михаилом Саакашвили, говорят политологи, вполне возможно. Ульяна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Жители Крыма все чаще выходят на протесты против действий российских властей. Несколько сотен жителей Гурзуфа протестуют против передачи пионерскому лагерю «Артек» целого микрорайона, из которого после этого должны выселить все местное население. А это 1500 человек. Власти аргументируют выселение заботой о безопасности российских школьников в «Артеке». Также для жителей Гурзуфа будут закрыты пляжи, которыми они пользовались последние 200 лет. Незадолго до митинга в Гурзуфе российская полиция жестоко разогнала митинг в крымском городе Алушта, который тоже находится неподалеку от «Артека». Жители города протестовали против застройки пляжей увеселительными заведениями. На протесты вместе с рядовыми гражданами вышли и депутаты, но именно их полиция избивала с особой жестокостью. Как заявляет один из местных депутатов, полицейские били его и его товарищей ногами, разорвали на них всю одежду, отобрали мобильные телефоны, хотя и он, и жители имели полное право собраться там, где им было угодно. Получит ли Грузия право на безвизовый режим с Евросоюзом? Ответ на этот вопрос зависит от имиджа беженцев из Грузии, который серьезно пострадал от местных СМИ.
Как выходцы из Грузии пытаются убедить жителей Германии, что они не занимаются квартирными кражами? В репортаже наших коллег. В небольшом берлинском ресторанчике подают грузинские блюда. На кухне трудится хозяйка Инга Ахлюдиани. Ее семья живет в Германии уже 12 лет. Они открыли этот ресторан 6 месяцев назад, и дела идут прекрасно. Секрет успеха — надо поверить. Вера — самое главное. Надо верить в то, что ты делаешь и любишь. Мне очень нравится мое дело. Я всегда хотела этим заниматься. Мне кажется, у меня хорошо получается. Разумеется, с помощью моей семьи. Инга и ее мать, Русудан Горгеладзе, рады возможности показать берлинцам, что такое грузинское гостеприимство. Однако в последние месяцы в немецких медиа о грузинах все чаще говорят в другом свете. В этом репортаже государственного телеканала АРД пенсионерка рассказывает, как грузины обокрали ее квартиру. Подобные материалы на немецком телевидении не редкость. Уже даже пошли разговоры о наплыве грузинских уголовников. Примерно 50% грузин, которые подают прошение об убежище в Германии, подозреваются в квартирных или иных кражах. Это гораздо более высокий процент, чем среди других народов. Вопрос стал предметом политических дебатов, и это негативно сказывается на перспективе безвизового режима между Грузией и Евросоюзом. Аспирант Михаил Сержвеладзе написал открытое письмо, в котором раскритиковал то, как освещается эта тема в немецкой прессе. Письмо уже подписали многие грузины, живущие в Германии. Мое письмо – это реакция на то, что говорится в немецких медиа о Грузии и либерализации визового режима. Грузины ждут ее с нетерпением. Однако на пути к этой земле обетованной, то есть либерализации визового режима, появились проблемы. Михаил прилетел в Берлин, чтобы увидеть премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который находится здесь с визитом. В своей речи в Берлинском университете имени Гумбольдта грузинский премьер затронул беспокоящие немцев вопросы. Грузия не просто выполнила, но и во многих областях перевыполнила самые строгие требования Европейской комиссии, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией и наплывом криминалитета. Русудан Горгеладзе нашла время, чтобы прийти на выступление премьера. Для нее, так же как и для Михаила Сержвеладзе и многих других, речь идет не просто об отмене виз, а о национальном достоинстве грузин. В литовском городке Рамигала выбрали самую красивую козу. Годовалая самочка по имени Демид обошла своих соперниц и покорила сердца жюри. Подробности в репортаже Рейтер. Изящные копытца, блестящие рожки, экстравагантные костюмы и настоящее соперничество. В литовском городке Рамигала прошел конкурс красоты среди коз. В нем участвовали 6 животных, как самочек, так и самцов. Перед началом шоу они торжественно прошли по главным улицам. Парад сопровождался оркестром и театрализованным шоу, рассказывает организатор. Сегодня мы уже в 7-й раз проводим конкурс красоты среди коз. Мы выберем козочку с самой красивой шерсткой и наградим ее короной. Не хуже, чем у меня. Главной частью праздника стало дефиле. Посмотреть его собрались около 500 человек. Парнокопытным участникам предстояло запрыгнуть на возвышенность и пройти по красной дорожке. Жюри, состоящее из фермера, депутата и директора местной школы, оценивало походку красавиц, их внешние данные и оригинальность костюмов. В итоге победа досталась козочке по имени Демид. Ей чуть больше года, но она уже 6 раз участвовала в подобных соревнованиях. Правда, все предыдущие попытки завоевать титул самой красивой козы в округе заканчивались неудачей, рассказывает хозяин победительницы. Как мы готовились, да просто растили ее. Мы, правда, забыли отполировать ноготки, вспомнили об этом только в последнюю минуту, но было уже поздно. Победители наградили пирогами, горшочками меда, книгами и купонами на стрижку животных, дабы Демид могла поддерживать титул первой красавицы среди коз. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.